пол. Видите, как уходит? Там низко, здесь высоко. То есть и играет. А когда здесь полы последний раз ремонтировали, поднимали? Года 4 назад. Вот в коридоре ремонтировался года 4 назад был. Покосившиеся полы в хирургическом отделении Усть-Илимской ЦРБ, как говорится, верхушка айсберга. Уже не первый год людей лечат именно так. К сквознякам и обстановке добавьте устаревшую мебель и требующие замены оборудования. Косметический ремонт в здании все-таки проводился. Последний серьезный был в 2015 году. Тогда ремонтировали пол. Чуть ранее производили покраску стен. Сейчас же сотрудники хирургии говорят, что необходимости в косметическом ремонте просто нет. Провести его невозможно. Здание ходит буквально ходуном. Поэтому эффект от такого преображения продлится максимум несколько месяцев. Несколько лет назад ЦРБ перешла на так называемое подушевое финансирование. Это когда размер средств зависит от количества проживающих в поселении. В итоге выделенных больнице денег, как показала практика, хватает только на самое необходимое – выплату зарплат, закупку медикаментов и очень редко – медоборудования. К обеспечению достойных условий труда тоже масса вопросов. Бывает холодного персонала, то есть невозможно. Пациента нужно сначала согреть, разгреть аппаратуру, потому что при низкой температуре, в общем-то, проведение операции невозможно. То есть, если это экстренная операция, то это нужно часа все равно 2-3 этому посвятить. Построенное в 1926 году отделение хирургии признавалось ветхим еще во времена Спиридонова. Впрочем, о сносе речи быть не могло. Лечить больных где-то нужно. Сейчас на попечении врачей-хирургов больше 15 человек. Кстати, они не единственные, кто вынужден пребывать в подобных условиях. Пациенты терапевтического отделения довольствуются тем же. Трухлявые потолки, полы и стены. Ну и еще. То, что камера не передает, запах сырости. Ближе к зиме ситуация усугубится. Из-за холодов и высокой продуваемости здания больные будут вынуждены лежать в валенках и теплой одежде. Но они могут простоять. Конечно, они не рухнут в один момент. Они не рухнут, они, может быть, еще лет, может, 10-15 простоят. Но сами условия пребывания здесь и пациентов, и врачей, вот это ужасно, это же убого. Это нарушение, во-первых, всех санитарно-эпидемических правил и норм. Невозможно соблюдать санэпидрежим. В хирургии невозможно соблюдать стерильность. О состоянии Усть-Илимской ЦРБ 31 августа в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции Владимир Уйба поведал Владимиру Путину. Президент на реальных примерах согласился. Проблема устаревания фондов здравоохранения с каждым годом усиливается. Однако закрыть или сносить такие больницы нельзя. Проблема, которую я приезжаю к людям, когда начинаю встречаться, это, конечно, старый жилой фонд. В основном, опять же, 40-е, 50-е, 60-е годы, Владимир Владимирович, это бараки по-русски, просто бараки, которые строили леспромхозы, строили зоны, потом передавали муниципалитетам. Попытки построить новую ЦРБ в Усть-Илиме все-таки предпринимались и неоднократно. Однако их реализация постоянно срывалась. Один из проектов был предложен в 2006 году. Семиэтажное здание, объединяющее два отделения одновременно. Мы его сделали, проект, к сожалению, не прошел экспертизу, именно потому, что он получился почти семиэтажным. Таким он стал, потому что, опять же, требования Санпина, требования, допустим, хирургии должны быть не гнойные, не гнойно, перевязочная гнойная, площадь разрастается, и получилось семиэтажное здание. По новым требованиям СНИП и санитарным личным номером, даже если мы будем делать капремонт, тогда это здание не будет соответствовать площадям. Потому что если капитальный ремонт, значит, все новые требования к нему будут применимы, как пожарные, так и сам. Пока же как сельчане, так и работники больницы в ожидании. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.